нашей республике множество талантливых детей, которые занимаются в разных кружках и открывают новые границы своих возможностей. Сегодня мы познакомились с людьми, которые связали свою жизнь с телетворчеством. Здесь они делятся со своим опытом. Поделитесь, пожалуйста, историей создания вашей киностудии. Ну, как киностудия, она образовалась 15 лет назад. Мы снимаем фильмы короткометражные, игровые, документальные и клипы музыкальные. Какой был последний фильм, снят вами? Но в последний раз мы сняли фильм «Выжившие», который основан на реальных событиях. Это было в декабре 2016 года. Это про девочку Карину Чикитову, которая скиталась по тайге. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашими впечатлениями, оставшихся от курсов. Ну, курсы очень полезные. Таких курсов телевизионщиков у нас вообще раньше не было, и поэтому хотелось бы, чтобы это было еще раз, повторилось на будущий год. Вы можете рассказать о курсах, которые проводятся сейчас в Якутске? Институт повышения квалификации имени Донского собрал детские телестудии Республики Саха-Якутия в рамках проекта «Учитель плюс ученик». Здесь приехали с разных улусов руководители детских телестудий со своими учениками. И здесь мы снимаем 3 видеосюжета про школу телетворчества, музыка для всех, и снимем фестиваль «Синтезатор собирает друзей». Это очень интересные познавательные курсы, прошли очень интересно, насыщенно. Мы рассказали свой опыт работы по теме воспитания творчеством, и наш оператор показал мастер-класс по теме основы телеоператорства и монтажа. Какие черты присущи детям, которые занимаются данным видом творчества? Ну, они, как правило, очень различаются от обычных учащихся. Они более активны, открыты, и у них всегда много идей, и наши дети, как правило, являются активистами в своих школах и более конкурентоспособны, мобильны. И очень много качеств развивается, когда они занимаются в телестудиях. Ариан, чем ты занимаешься в свободное время? Я занимаюсь в телестудии «Саарга». Телестудия «Саарга» функционирует с 2006 года. На якутском языке «Саарга» означает «луч солнца». Руководителями телестудии являются Новикова Полина Михайловна и Пахомова Зоя Валерьевна. В телестудию входят 70 детей из разных школ УУСов. Я сам тоже хожу в эту телестудию, моим руководителем является Зоя Валерьевна. Мы занимаемся тележурналистикой, снимаем всякие сюжеты и короткометражные фильмы. Какими работами ты можешь с нами поделиться? Мы можем поделиться работами как про ансамбль «Аммачшире» и работой «Сирсимага». Сколько лет ты занимаешься в данном кружке? В данном кружке я уже занимаюсь 2-й год. И кто подтолкнул тебя заниматься этим творчеством? Меня подтолкнула моя мама. Я с самого детства мечтала, чтобы я был тележурналистом. Я смотрел всякие новости, и моим кумиром являлся Павел Танин. Когда снимаем фильмы, мы сами пишем сценарии, у нас есть свои продюсеры, свои режиссеры. Недавно мы приехали из Чорапчинского УЛУ, мы поехали в Чорапчинский УЛУС и снимаем документальный фильм о Николае Захарове Сахачча. Сходили в экскурсию в НВК Саха. Мне очень понравилась эта экскурсия. Мы встретились с такими телеведущими, как Михаил Сергеев, Индира, Павел Танин, Олег Кольцов и так далее. Особенно НВК Саха гордится своим архивом, в которой запись 1965 года
В каких фильмах ты снимался? Я снимался «Эбэхэтте Метерита», сериал. Мы его снимали 2 года и снимался в художественных фильмах. Ну, в рамках Института развития образования мы проводим различные проекты, но этот проект уникальный «Учитель плюс ученик». Учащиеся вместе учителем приходят и обучаются на практикоориентированных курсах. В чем уникален этот проект? Они практикоориентированы, дети быстрее осваивают новые инструменты, робототехника и друг друга обучаются. И хотелось бы вот такие проекты в дальнейшем наши дети реализовались и в летнее время. Мы хотели бы, вот, если возможность будет, да. А вот этот проект у нас телешкола, да, и приехали из далеких улусов, из Алаиховского, Усьмайского, Верхоянского, Нюрбинского, Амгинского, Татинского, Чурапчинского и многих и так далее. А вот телешкола, вот 3 телешколы у нас, они друг с другом обменялись опытом. Конечно, вот если человек показывает свой опыт, тогда он что-то берет. И поэтому мы всегда вот на курсах практикоориентированы. Они всегда рассказывают о своем опыте, что у них, какие недоработки, на что, какие проблемы, да. И вместе мы все решаем. И на таких курсах больше они получают практикоориентированность. Ну вот даже есть китайская пословица: «Скажи, и я забуду, покажи, и я запомню, дай возможность действовать, и я научусь». Вот такая китайская пословица, и поэтому сейчас вот практическое такие действия больше намного, как сказать, ну, интереснее, и учителя на это нацелены, чтобы получить такие опыты. И к нам приехал лектор из Москвы Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, сотрудник Федерального государственного бюджетного образования, художественное образование и культурологии российского образования из города Москвы. Он является композитором. Для нас тоже он пособие для наших детей написал, и мы осваиваем новый инструмент, электроинструмент, синтезатор. И дети быстро осваивают этот инструмент, и мы совместно с учителями учимся на этом инструменте. Проект замечательный. Мне кажется, он достоин того, чтобы распространяться не только в рамках Якутии, но и по всей России, потому что музыка – это великое искусство, которое обогащает духовный мир человека, которое делает его более способным, более креативным. И чем бы человек в дальнейшем не будет заниматься, чем бы он ни занимался, вот эти ранние занятия музыкой сделают таким образом, что продукты его деятельности будут более высококачественными, он будет более высокого рода специалистом в любой сфере, чем бы он ни занялся. Поэтому музыкой нужно заниматься всем детям, нужно учить всех детей. Педагоги, мне кажется, с энтузиазмом относятся к этому проекту. И особенность наших занятий заключается в том, что у нас подключаются новые инструменты, синтезаторы, цифровые инструменты. То есть это компьютерный век, это инструменты, которые обладают колоссальным количеством функций, которые предполагают
широту фронта музыкальной деятельности, облегчение музыкальной деятельности. Они повсеместно присутствуют в быту, и очень большая перспектива их распространения в массовом музыкальном образовании. Педагоги это прекрасно понимают, и поэтому с пониманием относятся к тому, что синтезатор должен быть на уроке музыки. Стремятся освоить его, хотя инструмент этот непростой, вот, но тем не менее вот мы третий день встречаемся, какие-то результаты уже есть. Впечатления очень яркие, положительные в основном. И то, чего я ожидала от этих курсов, я получаю. Я думаю, что я научусь все-таки создавать фонограммы на синтезаторе Casio, модели Casio. Надеюсь, что так же, как и я, все наши слушатели, учителя музыки, получат возможность приобрести в своей школы такие инструменты, и будем развивать музыкальные способности детей, и тем самым развивать их вообще способность к познанию, способность к саморазвитию, самоорганизации. Как мы знаем, занятия музыкой, они повышают нейронные связи в головном мозге, что способствует самоорганизации личности. Манна кайда фонограмма ин оңорга кайда синтезатор бар настройкалырга еген кайда ошо звучание боларын гына оңорга ерени. Сөйләде. В 1944 году во время войны была основана первая в республике музыкальная школа для детей. И с этого момента и начался развитие музыкального образования в Якутии. Вторым этапом было открытие Высшей школы музыки. Эта школа дала громадный толчок развитию музыкального искусства в республике своими феноменальными результатами.
октября 2013 году первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев дал старт республиканскому проекту «Музыка для всех». Ведь музыка нам помогает жить и творить. В Якутии стартовал проект «Музыка для всех». Занятия музыкой являются образовательной технологией и кратчайшим путем к интеллектуальному росту детей. Музыкальные занятия развивают многоканальное, математическое и языковое мышление. Дети с 1 класса садовского возраста должны заниматься музыкой. Мамы и папы, бабушки и дедушки, наукой доказано, что через год музыкальных занятий соединительная лента между мозговыми полушариями увеличивается на 25%. Если вы хотите, чтобы он стал успешным, развитым, целеустремленным, а следовательно и счастливым человеком, включитесь в проект «Музыка для всех». Говорят, что музыкальный слух с рождения есть у каждого ребенка. Представляем вашему вниманию фестиваль-конкурс мастерства исполнения на электромузыкальных инструментах «Синтезатор собирает друзей». Сегодня участвуем в конкурсе республиканском «Синтезатор собирает друзей». Это уже не наше первое выступление. До этого мы принимали участие в городском конкурсе «Эстрадная миниатюра», где из 9 моих учеников 8 стали лауреатами. Сегодня играл на синтезаторе. Есть только миг я играл, и еще летом. Мне очень нравятся эти произведения, потому что, больше мне всего нравится это «Есть только миг». С «Есть только миг» я уже давно выступаю. Я играла «Киндигирские звезды» и «Салиным чу». Я сегодня играла «Степь да степь кругом» и «Едет паровоз». Я занимаюсь в первой группе. Мне очень нравится. Мне понравилось, как я выступила, и остальные тоже. Проект очень хороший. Ребятам очень нравится заниматься. Родители тоже, конечно, очень нам способствуют, потому что они желают своим детям продвижения все-таки в этом деле. Ребята очень творческие. Хотелось бы сказать, чтобы таким школам, как мы, беспилотникам, побольше уделялось внимания, потому что мы выступаем, хотим, стремимся и в дальнейшем будем стремиться. И такой проект, конечно, нам очень нужен, потому что ребятам не все могут посещать музыкальные школы, а этот проект все-таки дает образование общее, начальное музыкальное образование и сплоченность очень большую. Играю на синтезаторе, не только я, нас несколько человек, и мы начали играть в том году, мы много где участвовали, выступали. Также мне очень нравится играть на синтезаторе, я хотела, чтобы в дальнейшем было лучше. Я тоже начала заниматься в прошлом году, играю на синтезаторе и на хомусе. Играю на хомусе, на мелодике и немного на синтезаторе. Но на синтезаторе я еще не выступала, я бы хотела больше в этом развиться. Музыка мне очень интересна, и в прошлом году к нам пришла новая учительница Нелли Алексеевна, и она нас пригласила играть на инструментах, и петь мы согласились. Впечатления хорошие. Сегодня очень много участников. Мы видим, что и с районов приехали коллективы,
и местные, 33-я школа, 27-я и так далее. Выступают с удовольствием дети. Так что будем надеяться, что все закончится хорошо. Игорь Михайлович Красильников, iki сборниктан Нюргуннар, онна Сани Розвольный ден кини тупсаран айымнелен ойнатут. Ота би музыка для всех тем проект бастакы гылыттан уже леляйпит раттан он билеген бастан тепчиге хос айымнелер ойнатут, антон билеген уже гырхаттарга кирдибит. Фестиваль Антон гылы-гылынайы тупсанихер, бастакы гылларга ағаяға тейбіт, Антон быйыл уже әлбәбі биттен көрдібіт, оны конкуренция үрдәбіттен көрдібіт. Мен музыкаға ойнырым, енеке олақ бар улахан тухарыры олой ханылын. Музыка – это феномен, музыка – это космос. Наше государство всегда старается, чтобы подрастающее поколение занималось музыкой, музыкальным искусством. Проект «Музыка для всех» республиканский проводится уже 4-й год. В стенах Института развития образования реализуется проект «Учитель плюс ученик». По проекту «Музыка для всех» мы проводим республиканский фестиваль-конкурс мастерства исполнения. Синтезатор собирает друзей. Фестиваль-конкурс. В этом году к нам приехали очень много участников, даже из Верхоянского улуса, из северных улусов, усалданские, намские и приближающие улусы постоянно в конкурсах участвуют. Каждым годом мастерство наших конкурсантов повышается. И хотелось бы отметить Михаил Ефимович, данный проект очень даже нас. И хотим еще дальше внедрить, рисуем все, интегрировать арт-терапию вместе с музыкой. И наши дети каждым годом их мастерство повышается. Освоив азы музыки, каждый из нас будет легко осваивать технические или гуманитарные предметы, и в будущем мы станем хорошими специалистами. Существует много примеров, говорящих о пользе музыки.